Уже вечер. Сейчас убрался в кабине, постирался. Иду в Walmart там купить продуктов. Шкафчик нужно мне купить в трак. Вот, и это... Хороший день сегодня. Вот. Настя написала, что сели в Орландо. Вот. Хорошо. В траке я давно не убирался. Вообще не убирался ни разу. Сейчас наконец убрался. Прям чистенько, свеженько. Доброе утро. Проснулся. Какое число-то? 9 апреля 2024 года. Да без надо говорить, потому что потом непонятно будет вообще когда. Потому что хрен знает, когда это вообще выложу ли я вообще это. Вот. Стою в городе Куинси, на берегу Миссисипи. Это в штат Иллинойс. Вот сегодня загрузка только в 3 дня. Будет в 2:30, в 3 примерно. Сейчас время только 10. Вот, буду гулять, ходить, смотреть. Ого, здесь показаны отметки, до какой высоты вода доходила здесь в свое время. Обалдеть, вот 86-й, 65-й вот здесь вот. Самая верхняя до 93-й год. Обалдеть, тут затоп был. Так Миссисипи поднималась. Лазю по оврагам здесь миссисипским, как в Чувашии. Обалдеть. Красота, сейчас весна везде. Что я сейчас работать начал весной. Наслаждаться природой можно. Главное, чтобы было свободное время. Все-таки арка это очень красиво. Вот представить, что здесь был бы вот просто квадрат, было бы некрасиво, бы страшно. А вот арка, она очень красиво, какой-то шарм придает, средневековый, что ли, я не знаю. Вот стою, прям смотрю сюда, не могу оторваться от этой стены. Хотя я не знаю, когда ее построили, но красиво, конечно, вот эта форма. Вместе со скальником вот этим. Вот она, Миссисипи. Сейчас вышел на остров Куинси, к самой Миссисипи. Шикарно. Шикарно здесь. Природа, весна. Не перестаю кайфовать. Ну как можно? Это весна, блин.
Особенно, когда живешь во Флориде, где такого разнообразия по природе нет, по климату. Ну, то есть, такой, ближе к экватору, южный штат. Вот. А здесь как бы все есть, и весна, и зима, и лето, и осень. А мне вот надо вот именно 4 сезона, чтобы было разнообразие. И холод был, чтобы и жара была, и весна такая вот поющая, цветущая. Выхожу на мыс этого острова Куинси. Вот тут что-то все деревья сбрили зачем-то. Интересный здесь стиль строительства, он, конечно, отличается от российского. Вот такие вот бревна, уже квадратят их, вот делают прямые углы и вот уже, а промежутки замазывают, там уже глины, то чем, тут уже цемент какой-то. Конечно, вот такой стиль выглядит не так аккуратно. Ну, по крайней мере, вот этот экземпляр. А вообще, ну, интересно, конечно, тоже. Загрузочка идет. Приехал на разгрузку, здесь трактора собирают. Сейчас приехал в лес Миннесотский. Тут грузиться буду. Ой. О, все, загрузился в Миннесоте. Я разгрузился и загрузился. Еду сейчас на Массачусетс, да. Там, где Бостон. Не доезжая Бостона, буду разгружаться послезавтра. Ехать 20 часов еще. А вот я в Миннесоте. Вот Миссисипи. Совсем юная, еще молодая здесь пока Миссисипи. Обалдеть, тут красота какая. Там пороги. Офигеть, как будто я в Монтане где-то. Офигеть, лес, скалы. Ну, блин, ну красота же. Блин, какая здесь красота, а? Как тут обалденно. Классно здесь. Жалко, времени нет. Ехать надо. Вот, ну ничего, походил здесь, умылся водичкой. Думал искупаться, но что-то, блин, слишком холодная, прям ледяная. Отвык я от такой воды уже. Вот. Поедем дальше. Приехал сейчас в штат Нью-Йорк, сейчас под городом Албани. Здесь вот такие кучи старого лежалого снега. Тают. Остатки прошлой зимы еще. Иду в Walmart прогуляться. И еще гулять-то. Сейчас еду в Апалачах. Заехал вообще в леса, сейчас буду разгружаться. Там в лесах. Верхние Апалачи, Массачусетс. Красота. Трак еле-еле в горочку тянет.
Ну, блин, круто здесь. Вот здесь классно жить, конечно, в этих лесах. Блин, красота. Красота. Да, тут вообще сейчас по проселочной, по грунтовке едут. Мостики тут. Блин, красота. Вот это кайф. Вот такие дороги я люблю. Все, разгрузился наконец, нашел место. Вот такой тут купол строят классный. Как обсерватория прям. Разгрузился наконец. Сейчас стою без груза, потому что в этой эрии тяжело будет груз найти тут в горах. Время 11. Пойду погуляю, потом пообедаю. Вот тут природа шикарная, офигенная просто. Запах какой. Речушки везде маленькие, ручейки горные. Сейчас после дождей они все наполнены. Здесь еще форель выращивают. Сохраняют, даже сказал, не выращивают они тут не на продажу, а чисто в целях экспериментов. Вон их сколько там. Все черное, это все рыбки. Ванна так-то желтая. Красавчики. Ой, какая красота. Ой, вкусно пахнет как. Так, доброе утро. Красота. Сегодня решил прогуляться по Appalachian Trail. Это пешеходный маршрут через все Апалачи. Вот я чуть-чуть отрезочек пройду сейчас. Вот. Только стартанул, сегодня холодно еще. 6-7 градусов плюса. Погуляем, посмотрим по лесу. Вот здесь даже специальные мосты через трассы. Круто. Вот дошел до кемпсайта. Вот здесь вот платформы такие деревянные, на которых можно поставить палатку, спать, ночевать. Круто. Желуди здесь классные. Такие огромные, красные. Такие апалачские дубы здесь. Красавцы. Вообще люблю, как пахнет осенний лес. Настолько вот вкусно все. Вот трава вот жухлая. У меня такая ностальгия с этим связана вообще всем. Потому что я часто, естественно, много путешествовал. Палатки ставил вот на сырой земле, сырой траве. И вот этот запах палатки. Это вот запах жухлой травы и есть запах палатки.
потом вся палатка вот так пахнет. Влажностью, травой, землей сырой. Обожаю. Еще люблю вот мокрый лес. Вот особенно запахи все усиливаются, когда лес мокрый. Желудь вкусный. Вкусно пахнет. Посмотрим, что в этом ящике есть. Тут еду хранить типа надо. О, что себе подарочек здесь кто-то оставил. Что это такое? Sleeping bag. Ого, интересно. Такой маленький. Специальный. Кому-то пригодится, наверное. Пусть лежат. Это полезные штуки такие. Здесь типа домик лесника такой. Ну, это не дом лесника, это вроде к кемп-сайту тоже относится. Наверное, здесь можно ночевать, когда будет открыт сезон. Сейчас сезон закрыт. Вот. Да, это cabin, forest cabin, закрыт на сезон. Здесь регистрационная книга, много-много записей, кто здесь останавливался. Рисуют тут рисуночки. Классно. Интересно, когда она полностью испишется, что с ней делают? Где-то хранят? Это же как музейный экспонат. Здесь столько всяких записей, кого здесь только не было. Тоже оставил здесь запись. Пусть будет. Привет потомкам такой. Тут дровишек сколько. Ох, какое красивое тут озеро. Блин, тут закемпинговаться, конечно, красота. Ух ты, какое озеро тут чистое. Вода прозрачная. Ох, тут купаться, наверное, круто. Ладно, пойду назад по тропе. Еще 1,5 мили назад где-то. Здесь круто, конечно. Ветер холодный. Сегодня холодно, блин, говорю. Идешь так, тепло, стоишь, сразу холодно. Здесь вся тропа в этих метках белых. Даже если захочешь, тут заблудиться невозможно вообще никак. Вон она идет, белые метки вот. Сейчас вам покажу. Ну, нашел чьи-то экскременты. Кто специалист? Чьи-то. Какие-то перья там или шерсть. Так, я заезжаю в штат Вермонт. Вот, это... По-моему, в штате Вермонт я не был, я не помню, чтобы я был. Вот, так что новый штат в моей копилочке. Я, конечно, много где еще не был, но вот Вермонт с открытием меня маленьким таким. Привет, Вермонт. Все, сейчас приехал в штат Вермонт, в городе Бурлингтон. Это почти уже граница с Канадой. И вот сейчас зашел в лес погулять перед закатиком. И здесь запах такой, ну, холодно, естественно, и запах будто, ну, вот еще снегом пахнет. Вот еще как будто бы снег где-то лежит. Я хотя снега не вижу, но запах такой супер свежий. То есть такой еще ранний весенний, вот как будто еще снег лежит. Блин, я так кайфую от этого, наверное, многим этого не понять, потому что живут там в средней полосе России, там где-то в Европе, где и снег, и все есть, а я-то вот уже сколько лет, уже 3 года практически живу в России,
И... Ой, в России говорю, что говорю? Живу во Флориде, и там такого нет. Поэтому для меня это чудо, вот, чтобы там снег сейчас увидеть. Реально уже отвык просто. И поэтому моей душе нужно разнообразие. То есть в то же время и когда лето, круглый год, как во Флориде, например, хотя там как бы варьируется, но снега нет все равно. Хотя может до нуля температура упасть, и теоретически даже снег зимой выпасть, но все равно. У нас такое и летом бывает в наших краях, в чувашских. Вот такая погода. Но все равно это наскучивает. Хотя, когда первый год приезжаешь, например, в такие теплые края, ты, вау, там, ноябрь, декабрь, а все тепло, как летом, думаешь, удивляешься. Но потом это наскучивает. Мне лично это надоедает. Мне нужно разнообразие всего. И так же, как и зима постоянно долгая, это тоже надоедает. Вот. Нужно всего вот 4 сезона, чтобы все делились. По 3 месяца ровно. Вот всего, чтобы хватало. Белка тут бежит. Просит жрать, видимо, такая, не боится. Такая пробежала, типа, давай корми. Ходит, болтает здесь. А вот спустился к озеру. Это называется Champagne-Lake. Это огромное озеро. Оно тянется там с Канады, с канадской границы и туда дальше. Ну, реально огромное озеро. Вытянутое. Обалдеть, это вот этот берег, он так похож на Волжский. Вот здесь вот все вперемешку, веточки какие-то, камушки вот похожи. Реально как на Волге. И волны небольшие, я уже отвык от таких, привык к океанским огромным, а тут как на Волге, действительно. Вон какая красота. Как раз на закате. Обалденный вид. Тут шикарные места вообще. Вермонт, север США. Бомба просто. Бомба. Вот за такие моменты начинаешь любить работу свою. Вот думаешь, блин, это такая возможность по таким классным местам. Это хорошо, если есть возможность. Не у всех такое бывает. Ой, здесь озеро во всей красе. Как Байкал. Круто. Тут скальный берег еще весь. Круто. Круто. Сейчас уже стемнело. Я иду по лесу до машины.
так классно, у меня такая ностальгия, потому что ночной лес это прям мое. Я вот так прям как дома чувствую себя, потому что вот, как будто это парк Гузовского сейчас. Потому что по парку Гузовского я только ночью и гулял, как вспомню. Да много где гулял по лесам, вот так ночами, по тропинкам. Что ночная жизнь это вообще мое было когда-то. Как хорошо. Прохлада, дождик накрапывает, лес, мокрая тропинка. Так, доброе утро. Я тут приехал на загрузку. Здесь, видимо, с двигателями разбираются. Вон что-то движки стоят авиационные. Это надо будет в Нью-Джерси везти. Вот. Утро. Вермонт, холодное утро. Красота. Ух ты, я березоньку красавицу нашел. Давно берез не видел. Здесь прям такая беленькая. Все, я передислоцировался в Нью-Джерси, практически на юг Нью-Джерси. Вот. Здесь уже листьев много, уже такая весна средняя, наверное. Ну, если градировать весну, там начальная, средняя там и так далее. Наверное, средняя. Листочки. Ой, ой, красота. Сейчас просто в Вермонте сегодня вот с утра, там такая еще, вот как будто только-только снег сошел. Да, снег растаял, как будто. Устал, весь день ехал сегодня. Походить, погулять, сейчас в парк приехал, разгрузился там в аэропорту. Прогуляюсь. Все-таки без хвойных деревьев тяжеловато. Вот хвойные такие аромат добавляют вот, к воздуху, к ветру. Сейчас ветер нюхаю, обалдеть, как вкусно. Вот без хвои такой ветер бы вкусный не был. У меня язык заплетается. Весь день сегодня ехал, что-то прям мысли где-то летают, короче. Вот, ну вообще кайф. Сейчас гуляю вот по маленькому городку. Милвилл называется. Милвилл. Это почти самый юг Нью-Джерси. Недалеко уже Атлантик-Сити, Атлантическое побережье. Прям рядом уже. Там еще минут 40 езды, наверное. Вот сейчас до даунтауна дошел здесь. Вот такой центр города. Маленький.
Все, парканулся за Walmart'ом. Я теперь стал за Walmart'ом парковаться. Здесь более надежнее. В том плане, что не прогонят. Потому что бывает на некоторых Walmart'ах нельзя стоять. Но обычно это таблички стоят. Здесь нету, но все равно сзади как-то надежнее. Трак да трак стоит. Тут вон прицепы тоже. Меньше вопросов. Так, сейчас загружаюсь медицинским оборудованием всяким. Ну, не оборудованием, точнее, там всякие шкафчики, всякая фигня. Вот. В Лас-Вегас, в госпиталь какой-то. Вот ехать мне с Нью-Йорка, с Нью-Джерси долго. Еду все весь день от рассвета. В 5 встал. Вот сейчас уже скоро закат. Все, еду. Все, фиг знает, сколько проехал. Миль 700, наверное. Вот, и это. Сейчас в Айову проезжаю. Еду на Лас-Вегас. В Лас-Вегасе я никогда не был. Вообще, вот дальше Денвера. Вот завтра буду Денвер проезжать. Там посмотрим. Покажу. Вот. Дальше я не был. Дальше посмотрим, какие у меня там грузы. Сейчас я на запад уже передислоцируюсь, и это очень хорошо. Уже устал по востоку США, ездить хочется уже на запад. Запад посмотреть. Если океан удастся посмотреть тихий, вообще будет вообще шикарно. А сейчас погодка офигенная, грибной дождь такой, ливень, и солнце вышло, а все ливень идет. Это шикарно, обожаю. Пробочка как раз тут, строительство дорог всяких. Так, я сейчас в городке Дес-Мойнес, что в Айове. Ну, какое красивое дерево, цветет все. Также еду на Лас-Вегас. Вообще подустал немножко. Вот. Второй день херачу, и мне еще 2 дня ехать. Времени прям впритык. Толком нету вообще времени. Ну и ладно, ничего, мне нормально. Зато мили длинные, главное. Вот, сейчас взял в Макдональдсе покушать. Иногда в охотку так идет. Тем более там, когда есть дилсы, там всякие акции, короче. То, что берешь что-то одно, второе бесплатно, короче. Ну, можно на $5, в принципе, нормально поесть. Иногда просто готовить уже лень, неохота. Да и приедается своя еда, честно. Там у меня один уже набор продуктов уже надоедает. Вот хоть иногда Макдональдс так вот. Главное тоже не чистить так. Ну а что делать? Работа такая, дальнобойщик, это здесь особо за собой следить, ну, редко получается. Ну, в том плане, что времени нет, все сбивается, режим. Вот и... Но все равно я стараюсь. Тяжело, но стараюсь. Заехал в Колорадо. Резко начинаются степи. Красота. Сегодня доехал до Денвера, Колорадо. И завтра у меня уже будут новые дороги, новые открытия. Дальше Денвера западнее я не был еще. Вот, и у меня такая... Для меня это все белая карта там. Белое пространство еще не открытое. Или, как сказать, темная карта. Наверное, пусть, ладно, будет темная карта. Как в каких-нибудь играх, стратегиях. Не открытые, не познанные еще. Вот. Осталось мне до Лас-Вегаса где-то 12 часов езды. Сейчас чуть-чуть погуляю, похожу немножко. Вот. Блин, Колорадо круто вообще. Сейчас взял сидр местный. Буду попивать с креветочками. Креветки себе взял. Что-то я устал за последние дни, много еду. Спина аж чуть-чуть побаливает. Что прикольно в Колорадо, нету пакетов. Полиэтиленовых вот этих пакетов. Вот. И ни в одном магазине нет. Это так круто на самом деле. Вот просто решили, взяли, все. В Колорадо не будет пакетов. И нету. И вот не летают, ничего не валяется. Ну это классно. Реально забота
забота о природе, короче. Вообще класс. Молодцы, Колорадо. Да, доброе утро. Проснулся сегодня в 3:20. Ну как проснулся, разбудили. Менты, короче, разбудили. Уже утро практически, они говорят, no overnight parking, блин, черти, а, скотина, лишь бы, блин, потревожить. Вот, и это, выезжаю с Денвера, ничего не видно, такой 0 градусов, моросит дождик, такое густое, густо все, в облаках как будто едешь, ничего не видно, вот, и гор не видно. Сейчас заезжаем в горы, все, новая дорога для меня. Красота, наконец-то из тумана такого выехал. Сейчас хорошо, прям. Очень хорошо дорога идет. Юта! Ох, еще тут остановился на Рестерии. Здесь, конечно, горы впечатляют. Такой хребетик идет, как спина какого-то динозавра такая. Обалдеть, красота. Юта. Так, я в 2 часах от Вегаса. Сейчас на тракстап встал. И здесь рядом есть гора. Вот сейчас пошел в горы гулять. Взял сидора с собой. Колорадского. Вот, сейчас найду какое-нибудь место классное, красивое. Буду смотреть на закат, пивать сидор. Столько здесь разных цветов, вообще другая флора здесь. Вот эти цветочки я не видел нигде, ни в Монтане не видел весной. Понюхаю. Да, такие красивые. Сколько даунхильных трасс, тут они повсюду, эти тропки, дорожки. Вот. И людей много ездят с велосипедами сзади, на машинах. Много здесь любителей даунхилла. Вот именно даунхилла, велики, двухподвесные, все как положено. Сижу тут на краю обрыва. Сидор попиваю. Вкуснятина вообще. Сижу, смотрю вдаль. Посмотрел по карте. А там дальше-то, он уже на горизонте, там Гранд Каньон начинается где-то. Там национальный парк. Вот. Но туда надо ехать специально. Сейчас у меня времени туда нету ехать. Вот, поэтому буду отсюда смотреть. Хотя бы понимать, что там Гранд Каньон. Я вообще кайфую. Это такой бриз идет сейчас, вот такой ветерок с таким ароматом весенним, весенних цветов,
все благоухает сейчас. Даже вот в такой местности, вот казалось бы. А здесь вот запахов очень много. Вот от полыни, от всех других растений. После стольких дней, я 5 дней практически херачил сюда на запад. Отдыхать времени не было. Устал прям вообще. Прям позвоночник устал. Потому что в этом траке ездить на самом деле то еще испытание. Ничего, нормально все. Лас-Вегас прям на ладони. Здесь такой чаша, ложа. Класс. Ну что, я приехал уже. Час, наверное, больше стою здесь. Даже больше часа. 1,5 часа. Тут паркинг, он припарковался. И надо ждать, когда напишут текстовое сообщение. И, по всей видимости, куда-то ехать надо. Я просто еще не понял. Ну, никогда на таких разгрузках не был. То есть это какой-то распределительный центр. Вначале сюда приезжаешь, вот, потом ждешь в своей очереди. Потом тебе, видимо, дают адрес, куда ехать. Почему не сразу? Ну, не знаю, короче, никогда такого не было. Ну, ничего. Будем сидеть ждать. Покушаю как раз пока. Так, теперь в самом городе еду на разгрузку. Там другое место. В самом даунтауне прям я. О, а вот эта сфера. Красота. Я сейчас буду рядом с ней разгружаться, кстати, через дорогу. Блин, красиво, прикольно. Наверное, в темноте, в темное время суток, наверное, красота. Сейчас так под солнцем не очень видно. Тачка без машины, ой, без водителя едет. Капец, она занимает левый крайний ряд и никуда не спешит. Ну что, остался я на выходные без груза. Ну, ничего страшного. Нормально. Время я терять зря тоже не буду. Буду гулять по окрестностям. Сейчас выехал из Лас-Вегаса. Миль за 10. Вот тут тропа, тропы, горы. Буду гулять по горам. Вот, посмотрел, там в другом месте есть дамба Гувера. Крутое сооружение. Видел по телевизору. Вот, надо посмотреть. На рядом там недалеко. Надо будет съездить на выходных. Завтра, может, или послезавтра. В общем, нормально. Все, что не делать, все к лучшему. Главное в этой работе дальнобойщика вообще не париться ни по какому поводу. Потому что если ты начинаешь запариваться по каждой фигне, которая случается, а всякой фигни случается много, то просто долго не выдержишь, короче. Перегоришь, сгоришь. Вот поэтому стараюсь не париться. Ну, нет груза, нет. Нормально. Я и так 5 дней херачил так нормально. Каждый день так по 800 миль фигачил. На этом траке это не так уж и легко, на самом деле. Трясет очень сильно. Шумно-то ладно, у меня наушники есть. А вот тряска, конечно, некомфортно. Тишина невообразимая. Только ветер в ушах.
Пошел я в горку тут ближайшую. Поднимусь. Здесь кто-то жил. То ли птицы, то ли кто-то. Какие-то гнездышки там. Там на вершинах еще снег. А вон там Лас-Вегас светится. Сейчас темнеет, наверное, будет красиво там. Все-таки города лучше со стороны смотреть. С расстояния пушечного выстрела. Даже больше. Какой красивый кактус. Он острый. О, острый. Такое ощущение, как будто они мягкие. А так, ох, на него жопой сесть мало не покажется. А него... Вот это защита. Все уже темнеет. Спускаюсь потихонечку среди кактусов.